Ну и наконец мы можем записать приветствие, которым мы начинали наше занятие. Sen ben hundata mutagarhit. В монгольском языке идет буква И краткая, потом буква И и буква Н. Ну, поскольку в большинстве языков происходит такая вещь, как филологическая экономия, мы от буквы И краткой отказываемся и пишем просто букву И. Са-ин. Ну, графика, она всегда отставала от фонетики. Мы говорим «сэн», пишем «сайн». «Бэна», то есть если по буквам «баина». Хундете. При изучении родного языка для некоторых составляет проблему запись бурятской буквы и русской буквы И. Ну, тут очень просто, как нами уже было говорено. Буква У краткая, она применяется в сочетании с буквой Э. Если у нас слово хундете, соответственно, после буквы Х должна быть буква У. Х, У, Н, Д, Э, Т, Э. Хундете. Ну и, наконец, слово мутагархит, земляки. Кириллически оно пишется через букву Ю, но поскольку буква Ю в чистом виде старобурятским письмом, ну, так же, как и старомонгольским, не предусмотрено, мы пишем через букву И и букву У. Это мы написали нютаг. Буква Г в средней своей форме. Если бы было конечное нютаг, мы бы протянули сюда. Нютаг, нютагархит. После буквы Х идут две буквы А. Если мы их запишем в обычной форме, они очень будут походить на букву. Они очень будут походить на букву Х, и мы, так сказать, можем запутаться. Поэтому после слова нютаг, после буквы Г мы ставим букву А. Нютага. Следующая буква А. Р. Буква Х, буква И наконец буква Д.
по окончании бурятского текста ставится Дурбалжин-цек или Дурбанжин-цек, то есть 4 точки. Можно применить неологизм четвероточие. Можно было бы, конечно, сказать многоточие, но многоточие у большинства русскоговорящих ассоциируется с 3 точками по горизонтали. А 4 точки так, они заканчивают обычно текст. Ну, вот примерно на этом и все. Дахим улза трабельте, кундутани дагай.